Козловском районе республики подходит к завершению возведение мемориального комплекса, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Дата открытия обозначена 1 июля. Именно 1 июля 1941 года впервые прозвучал лозунг «Все для фронта, все для победы», который объединил все населения страны. С ходом строительных работ ознакомился глава Чувашской республики Олег Николаев. Там же побывала и наша съемочная группа. До конца большой стройки остался месяц, поэтому уже сейчас понятно, как будет выглядеть мемориальный комплекс. Памятник, который состоит из 38 металлических стел, центральная площадь с вечным огнем, 26 гранитных стел с изображениями символики районов и городов республики, зона отдыха с аллеями деревьев, высаженных в память о трудовом подвиге, и гостевая парковка. Работа кипит. Строители ни минуты не стоят без дела. Их задача – поскорее закончить работу. Завершаем строительные работы, завершаем отделку фасадов, готовим 2 технических помещения, там уже идут внутренние работы. Ну и заканчиваем чернение, готовимся к благоустройству. Думаю, на следующей неделе начнется как и гидропосев травы, так и начнется высадка саженцев, 5-6 видов. Это будет первый в России мемориальный комплекс такого масштаба, посвященный трудовому подвигу строителей безмолвных рубежей. На сегодняшний день мы запустили этот проект, смогли объединить тут для строительства этого объекта не только народ, предприятия Чувашской республики, но и крупные корпорации российские. И таким образом мы смогли объединить усилия и реализовать этот проект как раз по нашему народному принципу НИМЕ. И, конечно же, это очень знаково. Сохранить память о военных годах, сделать так, чтобы история о великом подвиге передавалась из поколения в поколение. Обязанность каждого из нас, отметили гости. Она бережет память о подвиге наших предков, тех, кто в тылу, на фронте защищал нашу страну и помогал одержать победу над грозным врагом. И двигаться вперед, успешно двигаться вперед можно только тогда, когда есть память, когда мы опираемся на героические страницы в нашей памяти, в нашей истории. Одновременно с открытием мемориала будет дан старт 2-му Всероссийскому форуму городов трудовой доблести «Рубежи Победы», который пройдет в Чебоксарах с 1 по 2 июля. Основной его площадкой станет Чебоксарский электроаппаратный завод. Участие в форуме примут делегации из 44 городов трудовой доблести, а это более 250 человек. Милена Алексеева, Елизавета Цветкова, Георгий Кривошеин, Республика из Козловского района.